Трамп обратился к Путину. Тихая ночь в Украине. Россия не запустила ни одного дрона. Маск остается без работы. А в Центральной Азии назвали точную причину масштабного взрыва в мечети. А у берегов Таиланда взорвался катер с туристами из Казахстана и России. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Путину придется сидеть за одним столом переговоров с Зеленским, как бы он этого не хотел. Срочное заявление из Белого дома и Госдепа США. Украина обвинила Россию в срыве договоренностей. Новый удар после ночи тишины. Каким будет ответ Киева? Трамп отпускает Маска. Почему через несколько недель после грандиозного скандала в овальном кабинете миллиардер окажется на улице? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Ночь без единого шахеда. Украина заявляет, Россия впервые в этом году не атаковала страну ударными беспилотниками. Последний обстрел был зафиксирован в 9 вечера 31 марта. Враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59-69 самолетов тактической авиации на запорожском направлении. Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной. Последний раз аналогичная тихая ночь была в декабре 2024 года. Тем не менее, в ночь на 1 апреля активность авиации РФ не уменьшилась. В воздушных силах Украины сообщают о российских истребителях на северо-восточном направлении и в воздушном пространстве над Азовским морем. Кроме того, на протяжении вторника россияне атаковали украинские населенные пункты, которые близки к линии фронта, управляемыми авиабомбами. В Украинском министерстве иностранных дел дали понять, ночь хоть и была тихой, но уже утром РФ нарушила договоренности і обіцяння, дані в Саудовській Аравії. Після Ер-Ріяду одна з домовленостей зі США була про ненанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість. Вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні, Харкові та на Полтавщині. І сьогодні вранці черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тисяч мешканців. Россияне при этом заявляют, что в небе над Брянской областью заметили 3 украинских дрона и сбили их. Двойное предупреждение Вашингтона сработало. В Кремле изменили тон после того, как Трамп дал понять, с ним шутки плохи, и он готов нанести экономический удар по РФ, если Путин решит поиграть и поводить его за нос. Рейтер пишет, Кремль уже заявил, что продолжает работу над возможными идеями мирного урегулирования по Украине и укреплением двусторонних отношений. С момента вступления в должность в январе Трамп перевел США на более примирительный курс по отношению к России, что вызвало настороженность у западных союзников на фоне его попыток урегулировать войну. Однако его воскресные высказывания о Путине отражают растущее раздражение из-за отсутствия прогресса в переговорах о прекращении огня. И уже дважды за последние сутки Путину дают понять, менять Зеленского никто не собирается. Это возможно только в результате выборов, а поэтому слова Кремля о внешнем управлении в Украине или же о том, что Зеленский нелегитимный и с ним нельзя подписывать документы, не представляют никакой силы. В Госдепартаменте сделали заявление. Напомню, хотя думаю, все и так это знают. Украина – это конституционная демократия. Управление в Украине определяется ее конституцией и украинским народом. Мы привержены дипломатии, необходимой для достижения полного прекращения огня и привлечения сторон к переговорам по окончательному и устойчивому урегулированию. Президент Трамп ясно дал понять, Россия и Украина должны немедленно перейти к полному прекращению огня. Эта позиция остается неизменной. Трампу не приходится звонить Путину, чтобы в Москве знали, чего хочет американский президент. На очередном брифинге в Белом доме перед десятками телекамер он заявил, надеется, что Кремль выполнит свою часть сделки. Телесигнал дошел до России. Хочу коротко спросить о Путине. На выходных вы говорили, что разочарованы его действиями. Насколько серьезно вы относитесь к введению нефтяных санкций? Нет, я хочу, чтобы он заключил сделку, чтобы мы прекратили убийство российских и украинских солдат, а также других людей. Но в основном это российские и украинские солдаты. Они теряют как минимум 2500 человек в неделю, прекрасных людей. Я хочу убедиться, что он сдержит слово, и я думаю, что он сдержит. Я не хочу вводить
вторичные тарифы на его нефть. Но думаю, знаете, это то, что я бы сделал, если бы посчитал, что он не выполняет свою часть. Ждет Трамп и положительных новостей из Киева, говорит, что только от журналистов узнал о настроениях Зеленского и его якобы желании пересмотреть сделку по редкоземельным ресурсам. А я напомню, в Украине заявили, что это США меняют условия сделки о недрах. По данным сразу нескольких западных медиа, новый американский проект соглашения предполагает установление почти полного контроля США над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины. Илон Маск скоро расстанется с Трампом. В Белый дом миллиардер был приглашен лишь на некоторое время, и скоро без его услуг обойдутся. А департамент эффективности правительства, которое возглавляет Маск, также станет лишь историей и прекратит свое существование. В этом внезапно признался Трамп. Американский президент дает понять, что Маск продержится до лета, в целом на своем посту 130 дней, а дальше свободное плавание и мечты о космосе. У него большая компания, которой нужно управлять, так что рано или поздно он вернется к ней. Я бы держал ее столько, сколько смогу. Он очень талантливый человек. Знаете, я люблю очень умных людей, а он именно такой. Он проделал отличную работу. Напомню, что в марте сразу несколько западных изданий писали о масштабном скандале в Белом доме. Трампу тогда пришлось разводить по разным углам овального кабинета Маска и Рубио. В частности, госсекретарь ругал Маска из-за его деятельности по реорганизации правительства и сокращении расходов, а Маск уверял, что Рубио хорош только на телевидении, но не в Госдепе. Трамп после уверял, что в его администрации нет раскола. Однако известно, что тогда ограничил полномочия Маска, заявив, что решающее слово в вопросах кадровой политики имеют руководители федеральных агентств, а не американский миллиардер. Россия контролирует украинские территории по площади, сравнимые с двумя европейскими странами. Однако многие города, в которые пришла РФ, превращаются в города-призраки. Таким, в частности, стал Бердянск. До оккупации в нем проживало 100 тысяч человек. А летом это был популярный курорт, который сейчас больше напоминает военную базу, пишет The Telegraph. За 37 месяцев войны Россия захватила около 70 тысяч квадратных километров украинской территории. Это примерно соответствует площади Бельгии и Нидерландов вместе взятых. Чтобы компенсировать нехватку рабочей силы и еще больше укрепить контроль над захваченными регионами, Москва переселила туда сотни тысяч россиян. Российские так называемые переселенцы, которых в Украине называют гражданскими оккупантами, в основном из Кавказа. Местные жалуются на представителей Дагестана, которые заполонили улицы, уточняет издание. The Telegraph также пишет, что Путин теперь считает этот город своим, а вот мирные переговоры при посредничестве Дональда Трампа вскоре могут привести к тому, что украинские территории, которые захватила РФ, навсегда перейдут из рук в руки, даже несмотря на то, что большая часть населения по-прежнему ждет возвращения прежней жизни в эти населенные пункты. Авиация поднята в небо, флот в полной боевой готовности, ракетные войска тоже. Китай начал одни из самых масштабных военных учений и вновь у берегов Тайваня, острова, о контроле над которым мечтает Си Цзиньпин. Перед началом учений КНР запустила масштабную информкампанию. Выпущенные ролики демонстрируют мощь китайской армии. Кроме того, Китай перешел к персональным оскорблениям. Президента Тайваня назвали паразитом и изобразили в виде жука, который якобы пожирает остров. Такой выпад связан с тем, что Пекин считает Лая сепаратистом, а Тайвань своей территорией и не отказывается от силового сценария объединения. Эти учения демонстрируют тесную координацию между китайскими военными и полицией, а также твердую решимость и огромную способность Китая законно обеспечивать контроль над островом Тайвань в соответствии с принципом одного Китая. На Тайване отвечают, готовы к любому повороту событий, при этом Пекин назвали главным нарушителем спокойствия в регионе. Президент Лай поручил подразделениям национальной безопасности и обороны подготовиться и реагировать на ситуацию. Мы полностью контролируем происходящее. Перед лицом внешних угроз наше правительство будет и дальше защищать демократическую и свободную конституционную систему. У нас есть уверенность и возможности для защиты нашего суверенитета, обеспечения безопасности граждан и поддержания общественной стабильности. Катер с туристами из Казахстана и России взлетел на воздух недалеко от острова Майтон в провинции Пхукет. Судно стояло на якоре, пассажиры, а это 3 десятка человек, плавали вокруг, и лишь 1 человек был на борту. Он и получил ожоги, остальные не пострадали. Причины пока неизвестны.
Это уже второй инцидент за последнюю неделю с туристами из России. В конце марта в Египте под воду с открытыми люками ушла прогулочная подлодка. На борту было 45 человек. 5 граждан РФ погибли. В Узбекистане медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате масштабного взрыва в мечети. Рвануло накануне, погибло 3 человека, 10 получили ранения. Причина – утечка газа из отопительной системы. Газ скапливался в помещении и вспыхнул в момент включения электричества, сообщили в прокуратуре. Уголовное дело ведут сразу по 2 статьям. Это злоупотребление властью или должностными полномочиями, а также нарушение правил пожарной безопасности. Создана правительственная комиссия. Специалисты уверяют, что эта комиссия займется выяснением всех обстоятельств трагедии, а также выработает меры по недопущению подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. Полиция Польши продолжает поиски пропавшего спикера Координационного совета Демсил Беларуси Анжелики Мельниковой и ее 2 дочерей. В КС белорусская оппозиция уверяют, что по имеющейся информации женщины нет на территории Польши, а мобильный телефон Мельниковой с 19 марта находится на территории Беларуси. Связь же утрачена с 25 марта. Представители Демсил Беларуси заявляют, что все внутренние коммуникации их совета и чувствительная информация защищены. Соблюдаются протоколы цифровой безопасности, а доступ к данным строго ограничен. В медиаслужбе Координационного совета также предположили, что Мельникова могла стать жертвой силовиков Лукашенко. Если подтвердится, что Анжелика Мельникова стала жертвой захвата спецслужб режима Лукашенко, это будет не только акт политического насилия, но и очередное доказательство того, насколько важную и влиятельную роль играет Координационный совет в белорусском демократическом движении. Режим боится тех, кто умеет организовывать, объединять и действовать. Именно поэтому КС остается мишенью. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.